Уважаемые гости, коллеги, хозяева, всем здравствуйте! Сегодня у нас удивительный повод собраться вместе. К нам привезли выставку не совсем обычную для нашего региона. Это «Мир Московского театра. Русская театральная открытка начала 20 века» из фондов Российской государственной библиотеки искусств. Я сначала хочу поблагодарить наших коллег из Российской государственной библиотеки искусств, с которыми мы списались, и все-таки они дали согласие на организацию вот такой вот интересной выставки на территории Удмуртии. Потому что открытка, на самом деле, мы привыкли, что в основном, что основные фонды это все-таки у нас книги и периодика, так ведь? А к такому формату, именно листовой материал, это немножечко для нас с вами необычно. И мне вот хочется сказать, что открытка, она сегодня в век информационных технологий уже, скажем, забыта, совершенно забыта. Но я, наверное, буду еще права и в том, с другой стороны, что у всех дома, практически в каждом доме, где-то в ящичке, или лучше всего в коробочке, лежат открытки, так ведь? Те открытки, которые нам писали, те, которые, может быть, сейчас мы списали кому-то, но не успели отправить, и в том числе коллекции актеров, советских, российских и зарубежных. Я вот нисколько не сомневаюсь, что они где-то у всех есть. Если нет у молодых людей, то у них, значит, есть у них мам, бабушки и дальше. Но вот в нашей семье, я хорошо вот помню и знаю, что у нас хранятся открытки, комплекты открыток из балетов, сцены из балетов, Чайковского «Лебединое озеро», Баядерка Минкуса, вот, и еще вот. Так, сейчас, конечно, я прямо не скажу, каких именно еще, но тем не менее, вот, сегодня, накануне открытия этой выставки, я как раз вот вспомнила, что они у нас тоже где-то лежат. И я знаю, что, вернее, оказывается, театральная открытка и вообще открытка, золотым веком этой открытки как раз был период начала 20 века. Я также вот только, скажем так, недавно об этом узнала, что это вообще был бум любой открытки, в том числе театральной открытки. И насколько я понимаю, что на нашей выставке сегодня представлены фотооткрытки как раз вот, наверное, и фирмы и Фишер, да, скорее всего, есть. То есть в начале века существовали такие большие фирмы издательские, которые как раз занимались открытками. Санкт-Петербургская фирма, московская фирма. То есть я думаю, конечно, я не специалист, поэтому много говорить не буду, но я вот сама немножко вникнув в эту тему, я поняла, насколько это разнообразный и интересный мир открытки. И я думаю, что нам с вами очень будет интересно это выслушать, но уже из уст специалиста. Спасибо вам большое. Я вам, наверное, о другом расскажу. Я вам расскажу о нашем театральном сообществе, о Всероссийском театральном обществе, Союзе театральных деятелей, поскольку вот все это касается актеров, режиссеров, драматургов, всех тех, кто вот запечатлен на этих фотографиях, на этих открытках и так далее. Союз театральных деятелей, раньше он так и назывался, было Всероссийское театральное общество, было создано в 1877 году, создал его Федотов, это было общество вспомоществования русским артистам. Ну, сами понимаете, сегодня одному артисту легче, он живет, он на коне, он востребован, хорошо зарабатывает, ну, случается в жизни и провалы. И, естественно, те, кому хорошо, помогали тем, кому сегодня плохо. Кто-то заболел, кто-то, так сказать, просто не мог зарабатывать и не был востребован. Ну, вот таким образом, и, так сказать, общество помогало друг другу. С 1916 года вот количество председателей Союза, то есть тогда еще тоже Всероссийское театральное общество, оно очень небольшое. С 16 по 64 год была Яблочкина Александра Александровна, потом был Михаил Иванович Царев, потом Михаил Александрович Гульянов, и вот последние 20 лет, 19, вот, последний год, так сказать, перед съездом, Александр Александрович Калягин. Как-то получилось у нас Александр Александрович так много.
Вот, а Союз театральных деятелей, тоже Всероссийское театральное общество, было в Удмуртии, было создано в 1942 году. Это не случайно, что общество появилось в годы войны, поскольку из центральных городов были эвакуированы и актеры тоже, да, и вот Анна Яковлевна не даст соврать, что, так сказать, именно в Удмуртском театре, так сказать, актеры занялись этой работой и стали помогать и материально, и, так сказать, устроили, они создавали бригады, да, кстати, с помощью этих актеров. Бригады, да, были такие? Актерские бригады. Колхозно-совхозные бригады, которые, так сказать, зарабатывали себе на жизнь и таким образом как-то выживали. Вот, а тоже количество председателей в нашего театрального общества все очень тоже не так много. Соломон Абрамович Милятор, Нина Петровна Бакишева, Геннадий Васильевич Веретенников, Леонид Григорьевич Романов, Олег Олегович Никитин. Ну и вот так случилось, что теперь уже я. Все ведь? Я всех перечислил? Всех перечислил. Ну это да, это уже сегодня. Так что, если раньше была одна основная проблема, то есть одна основная задача у Союза, то есть у Всероссийского театрального существования, то теперь у Союза гораздо шире и возможности, и задачи перед ним стоят. Но две основные – это социальная и творческая. Социально это помогает жить актерам, выживать, потому что, сами понимаете, это те же бюджетники также трудно живут, и актеры не так много зарабатывают, это не звезды эстрадные, на периферии актеры скромно зарабатывают, но тем не менее востребованы, вот, сами знаете как. Ну что еще сказать? Творческое, вот тут я могу перечислять до бесконечности те проекты, программы, те, так сказать, ту работу, которую проводит сейчас Союз театральных деятелей Российской Федерации, ну и совместно с своими отделениями. Сейчас в России, если раньше было, вот буквально до мая прошлого года было 75 отделений Союза театральных деятелей в России, то с прошлого года, с мая, стало 77. К нам прибавилось Севастопольское и Ялтинское отделение. Они теперь тоже наши. Вот еще два отделения. Проводится какая работа творческая? Семинары, лаборатории, так сказать, фестивали, конкурсы, обучение. Мы отсюда отправляем обучаться артистов балета в школу хореографического мастерства. Сюда приглашаем преподавателей по сценической речи, по сценическому движению, ну и так далее, и так далее. Здесь проводим фестиваль, у нас есть театральная весна, удача сезона. То есть помогаем и молодым вставать, подниматься и расти, ну и старшему поколению, что называется, держаться на ногах как можно крепче. Но наши театры живут очень ярко, интересно. Я думаю, наши театральные критики тоже не дадут не соврать. Появляются очень интересные спектакли. Наши театры ездят на фестивали, получают серьезные места. Что вот, даже Сарапульский театр поехал в Пятигорск на фестиваль малых городов, да, и они получили. А театр Парафраз, по-моему, с каждого фестиваля получает призы и награды. И даже получил в качестве награды поездку на Золотую Маску. Они показывали свой спектакль в Москве на Золотой Маске. Так что нет, наш театр не умирает. Наш театр жив. Театр жил, театр жив, театр будет жить. Все 7 наших профессиональных театров живы, работают интересно. Идет сейчас смена поколений. Старшее поколение, к сожалению, так сказать, по разным причинам уходит, появляется молодежь. А это есть большая надежда. Фонды библиотеки практически сразу начали собирать листовой материал. Это случилось, потому что библиотека искусств, изначально театральная библиотека, была создана на базе Малого театра. Преподаватель Александр Шфамин хотел сделать специальную учебную библиотеку, куда актеры, режиссеры могли бы приходить и подбирать материал для будущих спектаклей, для ролей. А театральная открытка там появилась как нечто, что помогало бы юным актерам учиться на примере старших. Также сама открытка – это был такой важный ход для самих театров, потому что так они рекламировали себя, театр был доступен не для всех долгое время. Открытка была, в общем, таким дешевым материалом, который
любой желающий мог бы приобрести себе в коллекцию. Большая часть фонда в библиотеку попала, когда начались репрессии, к сожалению, потому что вся интеллигенция, которая не смогла бежать, пряталась в нашей библиотеке, и они приносили то, что было у них дома. Книги, открытки, фотографии. И сейчас наши реставраторы открывают задники, которые специально заклеивались, чтобы никто ни в коем случае не подумал, что это представители интеллигенции и тех, кто был против советского режима. То, что вы видите здесь, это актеры в ролях, актеры Большого театра, актеры Малого, актеры театра Корша и Таировского театра. Также вы видите спектакли МХАТа. Причем МХАТ сотрудничал с библиотекой уже не только как театр, но и как учебное заведение. Сейчас РГБИ учит студентов по костюму и студентов-сценографов, которые учатся в школе-студии. Они как раз-таки наши самые, можно сказать, заядлые читатели, которые просматривают весь материал книжный и открыточный. Ну, самое интересное, что может быть для посетителей здесь, это, конечно, актеры в ролях, потому что чаще всего их забирали прямо с репетиции и везли в фотостудию, чтобы актеры еще не успели выйти из роли. Эту моду ввел Станиславский, который заставлял актеров еще до репетиций в костюмах есть, гулять, как-то вот вживаться в роль полностью. И его самый любимый фотограф был ателье Сахарова. Наверное, на этом я закончу выступление. А мне очень интересно, кто здесь изображен. И вот я пришла рано, и это очень хорошо звучала музыка, Вертинский, образы вот этих вот людей. И вот такие картинки как-то складываются, то, что мы знаем из литературы, из мемориальных каких-то источников. Ведь очень много писали про театр, это кумиры прошлого. Вот они здесь, вот эти имена, особенно в провинции, они звучали музыкой. Они были действительно доступны в газетах, где-то читали, в журналах, там все. И вот я представила, как в Москве где-то вот все это происходит, там шум, пыль кулис, вот этих вот все, какие-то музыка, пышные букеты, все такое. И вот отзвуки все доносятся до нас, до Ижевского завода. Может быть, эти открытки сюда попадали, я не знаю, честно говоря. Наверное, если порыться, можно и найти. В нашем музее, правда, нет. И вот какие-нибудь провинциальные барышни в этом Ижевском заводе смотрели на эти открытки со вздохами, и вот эта прекрасная жизнь нам была где-то далеко. Вот такие вот картинки как-то складываются. И действительно очень интересно вот наблюдается. Вот Александр Гаевич очень подробно рассказывал о нашем театральном обществе сейчас, о Ижевском заводе, ведь был театральный кружок когда-то под башней, да? Помните это совершенно. И был, он любительский был, и все это затеял, он был, по-моему, инженер Васильев, да? Да. То есть вот все равно вот тоска по прекрасному, тоска по высокому искусству, она здесь тоже была, и не только тоска, она реализовалась, такие вот спектакли. И вообще с очень большим интересом смотрелось еще и костюмы очень интересные, но особенно мне интересны лица, потому что лицо, оно всегда отражает эпоху. Оно отражает вот какое-то веяние. И вот совершенно лица, которые совершенно другими заботами, мне кажется, так. Как я отражаю это вот в себе внутри, люди жили какими-то другими заботами, другими мыслями. И очень интересно смотрится, лица очень одухотворенные, лица очень тонкие, красивые. Может быть, физически не все они там правильные и так далее, но настолько они действительно жили свои роли. Вот это здорово смотреть даже вот в открытке, вот это вот большая русская культура, все с большой буквы, вот у нас здесь в этих маленьких открытках очень здорово чувствуется, это вот аура, во всяком случае я вот это так воспринимаю. И очень хорошо, что эта выставка к нам сюда пришла, и очень хорошо, что она здесь показывается, вот такой есть островочек вот посреди этого жаркого такого пыльного города, тут можно сесть, посмотреть, и вот такую улицу вспомнить. И вот даже действительно был золотой век театра, как раз, правильно, наверное, не даст соврать, новации, все там начинались. И вот все это, ведь это вот здесь есть, разлито, но прямо здесь не показано. Но это чувствуется, вот, и Станиславский где-то там есть на дне, и впервые я вот эти увидела, не видела никогда эти открытки, некоторые из них можно было видеть. Вот на дне, вот это то, что в школе проходили, и вдруг вот это вот так вот визуально можно посмотреть, конечно, это очень хорошо. Единственное пожелание, вот если вдруг
когда-то что-то подобное сюда, Ижевск к нам придет, вот нам с библиотекой надо как-то, вот мы уже переговорили с Надеждой Михайловной, потому что я вот даже вижу эту открытку в нашей экспозиции, кто видел русское искусство, да, у нас же эти платья 12-го года есть, свадебные, вот это все вещички, веера того времени, бальные книжки, но это более там ранние. И насколько бы это все дополнило друг друга, и вот это вот другая, то, что мы в музее не можем просто показать, вот это другое ответвление этой русской культуры могло быть очень здорово объемно показано. Так что спасибо, что такая выставка появилась. Спасибо обеим библиотекам вот, за такую предоставленную возможность. Если говорить о театральных деятелях, об открытках, конечно, это очень любопытно, очень интересно со всех точек зрения. И с точки зрения эстетического наслаждения, эмоционального и познавательного, конечно. Ну вот я помню открытки, ну вот мы больше собирали не театральные открытки в моем детстве, а киноактеров, на нем у меня до сих пор есть. А у моей подружки была тетя, ее уже нет в живых, и когда я, по-моему, где-то в 7-6 классе училась, когда я к ней приходила, у нее были такие интересные открытки коричневой тональности, и там, ну я тогда не знала, кто, ну какие-то я видела фамилии, но конкретно не знала. И вот только до сих пор запомнила Жизневу, которую, наверное, вот мои современники по фильмам помнят даже. По-моему, «Доживем до понедельника», маму же она играла, да? Вот. Это вот открытка, она еще молодая актриса, где-то начала 20-х годов. А так вот говорить, если об открытках театральных наших театров, к сожалению, у нас ведь этих открыток пока нет. Но со временем, наверное, будут. Я ничего не могу сказать об этом. У нас тоже очень много фотодокументов у каждого театра. И я думаю, что если это заинтересует и библиотеку, можно же все сканировать и тоже вот такую выставку открыть. Именно театральные открытки или из жизни театров, наших театров. Ну, Александр Браевич уже сказал, что у нас 7 профессиональных театров. Самый старейший Сарапульский театр у нас. За ним идет Национальный театр 1931 года рождения. Позднее идет Русский 1935 год, Кукольный тоже 1935 год. И остальные уже государственные не более поздние, даже послевоенный период. Если будут вопросы, конечно, задайте мне, я не знаю, на истории театров-то я, наверное, могу и не останавливаться. Конкретно говорить об открытках, я вот признаюсь, что я не могу ничего сказать. Это очень интересная выставка, и тут, конечно, даже, наверное, не все. Вот у меня есть книга, я вот, к сожалению, я говорила с Надеждой Михайловной, можно было что-то принести. У меня есть прекрасная книга «Актеры в фотографиях». Она 80 которого-то года издания. Я даже только в фотографиях. И Качалов, и Немирович, и Данченко. Очень любопытная книга, и если вас заинтересует, я могу ее принести и вам показать. Только фотографии, вплоть, ну, там, 80-е годы. Очень любопытно и очень интересно. Там просто действительно можно раскрыть или узнать историю того или иного театра. Ну и вот все книги по театру, там, где фотографии, на основе которых можно сделать открытки, я думаю, ведь это тоже, все эти открытки сделаны на основе фотографии. И все-таки мы познаем историю того или иного театра. Ну, у нас вот наши театры, все эти профессиональные, составляют буклеты. Александр Гаевич, я не знаю, в вашем театре тоже ведь есть буклет. Я вот
знаю, ну, в нашем-то театре, в нашем, Национальный театр – это мой родной театр, поэтому там не один буклет, там несколько буклетов. И последний это был 5 лет тому назад создан. И по русскому театру, который был под названием когда-то «Короленко», по театру оперы и балета. Но по театру оперы и балета я в последнее время, вот не знаю, но несколько лет назад, я когда видела этот буклет, он был немножко несовершенный. Ну, на мой взгляд, там не те были. Немножко история была даже не искажена, а не полная. Это на мой взгляд, я не знаю. Ну, а если еще что-то говорить об открытках, к сожалению, я вам больше ничего не могу сказать. Вы задавайте вопросы. Мне сказать, чтобы я все-таки познакомилась с каждым театром, да? Ну, и с театром национальным в том числе, да. Ну, нет, я понимаю, но с профессиональным театром. Но если говорить о профессиональных театрах, я только что сказала, что, к сожалению, открыток по этим театрам нет. Есть только буклеты. И ну, они распространяются среди иногда и зрителей, но не в таком большом количестве экземпляров. Кто может их сохранить, тот и сохранит, а нет, так нет. Я хочу сказать, вот вы знаете, ну, не буклет, а может быть первая книга и фотографии периода 30-х годов, знаете, сохранились в книге 5 лет Удмуртскому театру. Ни по одному театру такой книги нет. И вообще, откровенно говоря, ни по одному профессиональному театру нет такой большой, настоящей книги по истории театра, не исключая, наверное, только Удмуртский. Нет никаких, маленькие работы такие есть, а больших работ нет. Есть по Удмуртскому театру. Театроведы многие работали. Вениамин Ложкин, он на русском языке писал, у него несколько книг. Кстати, у него не только по Удмуртскому, там у него театральные связи Удмуртии, там и по Куклиному театру, как раз там и фотографии. Я не знаю, вы знакомы, Александр Гаевич, с этой книгой или нет? Вениамин Ложкин. Ну, да, конечно. Это 70-е годы, там снимки, из сцен спектаклей Кукольного театра, Русского театра. Вот это интересно. Как и создатели нашего театра там есть. Очень ценная книга, кстати, да, но вот ее, не знаю, как в библиотеках ее используют. Ну а что касается вот действительно вот Русского театра, я такую книгу не знаю, никогда не видела. Знаю только, ну по Русскому театру тоже Ложкина, вот он туда тоже материал по Русскому театру разместил. Но, к сожалению, Ложкина Вениаминовича давно уже, Вениамина Васильевича давно уже нет в жизни, но тем не менее вот эти работы его остались. И, конечно, я еще хочу сказать, что если заинтересуются работники библиотеки, сама библиотека, может быть, как-то мы свяжемся с вами, и какие у меня материалы есть в домашней моей библиотеке, я могу поделиться, где-то вы можете это сканировать. Я хочу сказать, что, вы знаете, когда я уже 3 года не работаю в театре, вот когда я работала в театре еще, мне удалось найти интереснейших 2 буклета. 2 буклета, очень такой небольшие они по объему, но там каждый театр, но у Кукольного там, к сожалению, нет. Там только есть Удмуртский национальный, Удмуртский тогда он назывался, и Русский театр. Я не знаю, ровесников здесь, конечно, моих нет, наверное. Люди все помоложе, актеров тех лет не знаю, но очень известные
актеры, которые работали в русском тогда театре. Он не носил еще тогда звание Короленко, он стал именем Короленко чуть позднее. Мы говорили просто Русский драматический театр, Государственный русский драматический театр, или просто русский. Там были такие актеры, как Гальбек Борис Петрович. Ну, вы, наверное, Александр Граевич, не знаете эту фамилию? Уже не слышала. Вот, но это очень известный актер, который, кстати, работал с Миклашевской. Она здесь, у нас в Ижевске, и в Русском театре работала, а потом уехала в город Киров. Об этом последнее время, по-моему, уже кто-то написал в газете «Известия», а мне лично рассказывал Гальбек Борис Петрович, потому что мы были одно время коллегами, когда я работала, теперь называется колледж культуры, я же там преподавателем работала, и он там работал. Он вел уроки режиссуры, Борис Петрович Гальбек. И вот в этом буклете, очень интересный, кстати, буклете, фотографии там есть, были актеры очень интересные у нас. Исаев Михаил, Ажугищев, ну я помню еще его. Их вот этих актеров, не совсем детских, а подростковых лет. Дело в том, что неудобно мне говорить, но период 40-х, даже конца 30-х годов, а во всех театрах, профессиональных нашего театра, мне просто, я не скажу, что очень хорошо это будет слишком много, но кроме национального, конечно, мне хорошо известно. И кукольный я настолько помню, даже в годы войны он работал, и так было сложно. Но мы, детишки, ходили в этот театр. Он был в разных местах. Кстати, ни у одного из театров не было настоящего помещения. У Русского театра он появился только вот в 1946 году. Театр оперы и балета, теперешний наш, он был организован на основе Удмуртского драматического, у которого, собственно, своего помещения до 50-го года не было. Там потом у нас по улице Горького, там, где Национальный театр сейчас, там был ведь зал заседаний Верховного Совета Удмуртской АСР, потом зал филармонии, потом зал филармонии убрали. А когда Воткинский, кстати, уже в 1946 году, после войны, был открыт театр мускомедии. Очень были интересные актеры, но он просуществовал недолго, потому что не было средств. И его перевели в Ижевск. И у нас, вот, там, где был зал филармонии, вот давали спектакли, вот театр, он назывался «Театр мускомедии». Но это было очень недолго, это был 46-47, но несколько спектаклей, вот до сих пор помню, мы туда бегали, ходили. Ну вот, такова это уже история театров, и я не знаю, интересно это или нет, я могла бы это продолжить, но, может быть, видите, я об открытках просто, откровенно говоря, не имею возможности говорить. Театр доступен был, цены приемлемые в театр? Что? Цены доступны были в то время в театр? Цены? Ну, я не знаю цену билетов, потому что мне так довелось, что я ходила сама, причем в детстве, с самого рождения и чуть постарше я ходила бесплатно. Мои родители работники театра, и поэтому действительно никогда меня, я не знаю, вас не спрашивают. Другое дело, я могу сказать, что, наверное, об открытках, если говорить периода конца 30-х годов, потом начало 40-х, это очень сложный период войны, и даже послевоенный очень сложный период. И понимаете, даже тогда и детям, и взрослым, по-моему, даже было не до открыток, потому что жизнь в Ижевске, я имею в виду, была очень сложная во всех отношениях.
в основном все в большинстве своем актеры жили на съемных квартирах, как тогда называли частные квартиры, буквально актеры всех театров, всех. И только, может быть, только люди, ну, такие как известные писатели, даже уже классиками, которые теперь уже давно стали. Фамилии некоторые вам известны, особенно работы по библиотеке. Игнатий Гаврилов, Василий Садовников. Вот они имели жилье, именно которое предоставило им наше государство. А актеры всех театров никто не имел. Мне пришлось очень тесно жить, я бы так сказала, с двумя семьями актеров кукольного театра в бывшем генеральском доме. Я вчера только об этом говорила, и даже самой себе удивлялась. С актерами Иван Иванович Кудряшов, я его тогда называла дядя, Иван и тетя Зоя, это его жена Зоя Кудряшов, извините, отчество не помню. Зоя Андреевна. Как? Зоя Андреевна. Зоя Андреевна, ее звала тетя Зоя, их сын. Вот вы знаете, если говорить очень подробно, то это было очень там сложно. Вот актеры кукольного театра, часть работников Удмуртского театра, вот в этом доме жили. Дом, тогда вот мы не знали, что это генеральский дом, это совсем было помещение далекое теперь от той экзотики, о которой сейчас говорят и пишут. Это было очень сложное время. Ну вот, я ей не принесла, у меня есть фотография того периода. Это какой был Красный дом и так далее. И как же это на первом этаже Кудряшов, Килина, по-моему, там еще жила. Ну вот, открыток тоже этих, к сожалению, у нас нет. А история наших театров очень богатая, буквально всех театров. И я бы сказала, вот хорошо Александр Гаевич сказал, вы знаете, у него было столько оптимизма, Александр Гаевич, в вашем выступлении. Я вчера только специально перед сегодняшней встречей зашла в Национальный театр. Сложное положение актеров. Я в курсе. Сложное положение актеров в связи с оптимизацией. Я думаю, не только Национальный театр. Оптимизацию всем присутствующим, они все знают, что это Да, но такое. ведь вы знаете, это все актер, артист, это все-таки другой человек, особый, потому что это человек эмоциональный, и он немножко даже, наверное, дышит и думает по-другому. Не случайно у нас столько в России актеров, которые гибнут раньше времени от того, что они не нашли себе место в жизни. И сейчас положение тяжелое. Актеры некоторые плачут. Я думаю, во всех театрах. Правда, Но мы же спасли артистов Национального театра, наверное. что? Мы же 8 человек спасли все-таки. Да, это очень, да, спасли. Это была нелепая, мне кажется, большая Это ошибка. правда была какая-то неземная. Это ошибка, даже я принимала там участие большое. И у меня даже письмо Иванова, бывшего министра, лично мне посланное есть, как он меня успокаивал. И вот, спасли. А сейчас просто идет такая оптимизация, некоторых актеров переводят на другие должности. Вчера вот одна актриса пожаловалась, ну, и говорит, вот ведь я теперь в реквизиторском цехе, мне здесь тяжело. Она закончила ГИТИС в свое время в Москве. Ну и что греха таить? Театральные люди, Александр Гаевич меня поймет. Не все, кто получает дипломы об окончании театральных вузов, становятся актерами настоящими. Ведь это не становятся профессионалами. И вот девочка, это, ну ей уже за 40, она много лет работала. Ну, для меня девочка, для меня все они дети, что я с ними работала, и прямо так с детьми. И я ей просто сказала, тебе надо было давно уже уйти из театра.
И она так была удивлена, почему. Я говорю, да потому что ты бы нашла другую какую-то специальность. А почему я не могу разве играть? Я говорю, играть можно, но я буду просить роль. Говорит, роли не просят. Вот такой нелепый разговор. Ну какие могут быть, ну в общем, в такой обстановке открытки. Фотооткрытка, почтовая карточка – это наша история. Как мы ее сохраним, как мы будем помнить, как мы запомним этих людей, лица, которые мы видим, счастливые, довольные, одухотворенные. У них все проблемы были те же самые. Но это осталось за кадром, это осталось за плечами. Мы получили просто наслаждение. Спасибо вам за экспозицию, которую вам привезли. Ну и мы надеемся на будущее сотрудничество с театральными деятелями нашей